Владимир, приветствую тебя. Да, приветствую. Да. Приветствую вам. Да, быстро начну. Расскажи нам ситуацию вокруг фигуры Дмитрия Голикова, его присутствия в оргкомитете, и как, в бывшем присутствии уже получается, и как ситуация развивалась. Я ремарку сделаю, что Дмитрий Голиков мы пристально наблюдали последние 1,5 года, очень пристально, он вызывал сюда подозрения, и последние полгода мы вплоть, условно говоря, даже делали какие-то определенные слежки, все, что могли, то делали. В итоге, рассказывай, какая ситуация сейчас. Да, Иван, и да, подписчики, да, соратники, к сожалению, Дмитрий Голиков сотрудничал и есть, подтверждал и брал информацию. А в каких смыслах он общался со всеми и делал подрыв в оргкомитете в плане того, что исключить Ивана Белецкого, который... Да, контакт с Институтом национальной политики, да. Прервать отношения. Прервать акции, в том числе. Да, и потом после этого, когда я был уже под арестом, как под арестом в кавычках, в задержании, он уже хотел сам уже путем захвата возглавить и от всех отказаться, от Ивана Белецкого и... Да, то есть даже с путем. Но объясни, что было первое установлено его встреча с сотрудником через, определенную слежку. Было общение там с ЭПЛ, там, с ГП, сотрудниками полиции, суть не в этом. Куда он как передавал информацию? Где было сказано о том, что должен был быть подрыв внутри оргкомитета и подрыв общения с Иваном Белецким. Но самое главное по поводу адреса. Что стало практически ключевой, что нас изменило полностью? Зимой, вопрос еще был зимой, начало весны, узнавался, конечно, адрес Ивана Белецкого, я это внимание... В Украине, я нахожусь в розыске, а Голиков узнавал через соратников, через тебя, в пьяном виде, в встрече инкогнитой, где я нахожусь на территории Украины. Именно адрес конкретный. К этому вниманию мы не обратили, я точнее не обратил, а в дальнейшем потом уже началось подрыв. Началось уже говориться именно с июня месяца, что Иван Белецкий, надо его отходить от него, с ним меньше общения, убирать. На то, что был ответ оргкомитета и соратников, как так, проект «Третья альтернатива» — это совместно с Институтом национальной политики, где Иван Белецкий помогал, юридически помогал, и Минюст, устав, манифест, и доведение юристов и так далее. Хотели от тебя, Вань, не было огорчения, но от тебя хотели избавиться, чтобы от тебя прервать с тобой отношения, все. А в дальнейшем, может быть, и захватить... Через твою посадку, да, захватить, так как с другой стороны было внедренцы по криминогенной ситуации. Чем закончилось это, когда вы его поднажали? Расскажи в 2 словах, не раскрывай подробности. Человек признался, что да, на него было давление, может быть, он ранее был завербован, может быть, он позже, это мы уже не знаем, это не нужно. Момент вербовки мы знать не можем, он лично признался тебе и ряду соратников при определенной встрече с вами, после всех разборок. Да, соратники присутствовали, еще раз повторюсь, соратникам, подписчикам, к сожалению, все знают, что Дмитрий Голиков бывший сотрудник, работал, и он мне не раз утверждал, что он есть и будет, такой знак, это всегда был в разговорах, останусь, и все. В общем, он вам признался, что он сливает информацию, сотрудничает с ЦПЭ именно, и это как метод, я не знаю, вербовки, не вербовки. Эта информация была раскрыта тобою, и мы приняли, вы приняли решение, а я, естественно, даю добро, что человек, сотрудничающий с органами,
не может присутствовать в движении, в любом, в оппозиционном, в правом блоке и партии Третья Альтернатива. Ну и также по всем движениям оппозиции он также не может присутствовать, так как он является сотрудником, ну, сотрудничает, сливает информацию, работает в их направлении. Когда был завербован Голиков, мы не знаем. Это, может, он только сам расскажет, пускай вот запишет, скажет, что когда что. Вот, главное, если он дальше, ну, будет продолжать какую-то провокаторскую деятельность, ну, провокационную деятельность, то будут приниматься меры к нему, да. Если он сольется и займется гражданской жизнью, то, в принципе... Мы человека, Иван, мы его отписываем от движения, все, отпускаем его там, ну, пусть занимается своими делами, чем он хочет, вот. Но главное, не вредил нашему проекту, нашему движению. Все. Да, благодарю, Владимир. Очень тяжелая ситуация. Я знал этого человека 3 года, не вызывал подозрений первый год, потом очень странно было. Даже выступил в свое время против ментовского Ковалева. В какой момент сломался, может быть, деньги, может быть, что я не знаю, что у человечка в голове. Но есть такое выражение, один тоже человечек, которого тоже оказался кураторским, Юра, он говорил, все заслуги обнуляются в полночь. Что бы ни сделал человек, если установлено, что он конкретно сотрудничал против нас, то заслуги и обнулились в эту полночь. Значит, Голиков покидает движение и является, значит, сотрудничает со спецслужбами Российской Федерации против движения в своих интересах. Вот такая тяжелая новость. Ну и ВР-комитетом там уже приняли решение его убрать. Так что вот такая ситуация, друзья, соратники. Все заслуги обнуляются в полночь. И знайте, что не важно, какое у вас звание, не важно, кто вы, что вы сделали для движения. Есть поступки, которые неприемлемы никак. До свидания. До свидания.